Здравствуйте, в эфире выпуск новостей. Меня зовут Андрей Лана. Вот о чем сегодня расскажем. 300 человек из 20 разных учреждений. Сотрудники сферы здравоохранения помогли благоустроить велодорожку. Защита от негатива и болезней. Монахи из Индии возводят в Кызыле мандалы Будды медицины. Мастер-класс от спасателей. Сотрудники агентства ГО и ЧС обучили детей правильному поведению на воде. Об этом и не только, подробнее. Медицинский десант. Сегодня работники здравоохранения помогли в обустройстве велодорожки. Ни много ни мало 300 человек из 20 разных учреждений здравоохранения выкапывали ямы для ограждения. Велодорожка протяженностью 500 метров сделана совместными усилиями правительства республики, Министерства здравоохранения и мэрии Кызыла. Диана Баянбугус подробнее. Я решила внести небольшую лепту в строительство ограждения велодорожки здоровья. Правда, я единственная женщина среди всех мужчин, которые здесь присутствуют. Сюда приехали работать мужчины из 20 медицинских учреждений. 300 работников здравоохранения по хозяйственной части каждого учреждения не остались в стороне. Все встали в ряд и, вооружившись ломами и лопатами, выкапывают ямы глубиной в полметра. Конечно, в мере тоже мы не отстаем в стороне. Мы после выкопки этих ям будем устанавливать столбы, дальше заниматься благоустройством данной дорожки здоровья. Хочется отметить, что наши медицинские работники неравнодушные все-таки участвуют в данном мероприятии. Это для всех горожан и гостей столицы это очень важно. Быстрыми темпами от самого обелиска до коммунального моста и молодежного сквера продвигается цепочка из работников. Вот у нас вторая акция за сегодняшний день. Мы сейчас только на велодорожке проехались по парку. И потом сюда сразу приехали. Вот сейчас готовим уже вот новую тропу здоровья. Подготавливаем вот ямы для бруствера, чтобы ограждение здесь было, чтобы машины не ездили. Настроение хорошее, нас три человека. Мы от учреждения станции управления крови. Погода хорошая сегодня. А сколько ям выкопали уже? 14. В количестве 6 человек сегодня принимаем участие в субботнике, да, по благоустройству велотрека. Вот, делаем хорошее благое дело для нашего народа, чтобы люди отдыхали, ездили, катались на велосипедах, вели здоровый образ жизни. Решили поддержать инициативу и сотрудники Центра лечения медицины и реабилитации для детей. Как рассказал главный врач учреждения Аркадий Начин, его сотрудники с удовольствием вышли на субботник. Так как мы горожане, мы в городе живем, не первый раз на субботники выходим. Вот недавно медики по благоустройству города, по уборке территории, мы еженедельно, по пятницам, естественно, весь апрель поработали. Благодаря асфальт положили, да, свежий асфальт, это администрация, мэрия города, их надо поблагодарить. Потом инициатива со стороны правительства по поводу здорового образа жизни. Мы, врачи, просто обязаны поддержать здоровый образ жизни. Тут тоже это велодорожка здоровья, поэтому мы работаем по благоустройству, по приведению порядка данной велодорожки. Думаем, что скоро все жители города оценят наш труд. Велодорожка здоровья – излюбленное место времяпровождения горожан. А то, что она теперь еще длиннее стала, по признанию жителей, для них это настоящий подарок. Диана Баянбугус, телекомпания «Новый век». В рамках всероссийской акции «Stop ВИЧ-СПИД» с 11 по 21 мая 2017 года проводится Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ. Эта акция приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, и цель ее – напомнить общественности о том, как можно уберечь себя от этого смертельного недуга. Сегодня на Арбате кызыльские волонтеры и врачи спеццентра раздавали кызылчанам памятки о СПИДе и главный символ борьбы – красную ленточку. И сегодня же был массовый велопробег. Цель акции – привлечь внимание населения
проблеме распространения СПИДа на территории республики, проинформировать подрастающее поколение, прежде всего студентов, старшеклассников, об актуальной проблеме, сформировать у них ответственную позицию к собственному здоровью. Монахи из Индии возводят в Кызыле мандалу Будды медицины. Делегация приехала в Туву по приглашению управления Камбылама. В течение 10 дней монахи планируют построить мандалу, после чего разрушат ее, а песок, из которого она была возведена, развеют над Енисеем. Наша съемочная группа встретилась с индийскими гостями. Встречи с верующими, визиты в районы, программа индийских монахов в Туве очень насыщена. Основная миссия гостей – построение мандалы Будды медицины. Иными словами, геометрической модели Вселенной. По словам монахов, они рады приезду в Туву. Природа республики очень похожа на Тибет. И если будет возможность, мы бы хотели еще раз побывать здесь, признаются монахи. Официальная делегация Дрипунгама монастыря, который... Она приезжает в Россию 8-й раз, в частности в Туву это получается 7-й раз. Мандала символизирует место обитания или же дворец божества, в данном случае Будда медицины. По словам монахов, присутствие при процессе построения дает защиту от негатива, болезней, защищает от пагубного воздействия невидимых злых существ. Мандалу Будды медицины монахи делают из разноцветного мраморного песка. Это делается, чтобы в последующем легче было разрушить и развеять ее, говорят монахи. После построения мандалы индийские монахи посетят Эрзин и Чадан, где проведут ритуалы и освящение новых ступ. После того, как закончится мероприятие в Туве, мы поедем дальше в Улан-Удэ, в Республику Бурятия. Там у нас также мероприятие в течение 2 недель примерно. А после этого мы поедем в Москву. Приезд монахов из индийского монастыря уже стало для жителей республики традиционным. Прошлогодняя делегация приезжала построить мандалу божества Дукар, которая помогает устранить разного рода препятствия. Чинчисамбугай Расхавалы, телекомпания «Новый век». Финансово грамотная Тува. В регионе стартует проект с таким названием, в рамках которого предлагается создать систему финансово-экономического ликбеза для населения. Проект сложился из инициатив поручения главы Республики Шалбана Караула по борьбе прежде всего с кредитной безграмотностью жителей. Он реализуется силами специально созданного при правительстве республики проектного офиса, работу которого поручено координировать Министерству финансов. Перед офисом поставлена задача за 2 года снизить на 10% уровень закредитованности на душу населения, а также увеличить на 10% количество жителей, имеющих сбережения на банковских счетах. Одним из инструментов деятельности в рамках проекта станет Центр финансовой грамотности, который откроется в июне. Центр финансовой грамотности будет вести информационно-разъяснительную работу по финансам, консультировать жителей как очно, так и в онлайн-режиме. Курсы валют на сегодня. Доллар стоит 57 рублей 47 копеек, а евро 64 рубля ровно. А сейчас реклама. Оставайтесь на канале «Новый век». Наверное, нет ни одной женщины, которая бы не улыбнулась, глядя на подаренный ей букет роз. Цветочный магазин «Мне розы» предлагает великолепные композиции из нежнейших эквадорских роз всего за 120 рублей. Мы принимаем оплату любым удобным для вас способом. И самое главное, мы единственный магазин цветов в городе, который работает круглосуточно. Ваша женщина достойна жить в гармонии с красотой. И наша миссия – быть вам в этом полезным. Как быть, если срочно нужно квартиру, дачу купить или по кредиту меньше платить? Банки процентом не балуют, а какие-то вообще не жалуют. У нас есть решение. Кредит под залог от Восточного. Хорошее предложение. 8 800 100 ровно 7 100. ПАО КБ «Восточный». Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Сплит-система Каманчи по интернет-цене 7990 рублей. РБТ.ру. Надо тебе чехол для планшета связать.
В эфире новости, мы продолжаем выпуск. Мастер-класс от спасателей. В спортивном комплексе имени Ивана Ярыгина прошла акция «Научись плавать». Сотрудники службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона обучали детей правилам безопасного поведения на водоемах. Уроки плавания взяла и наша съемочная группа. Лето – время отдыха для всех, кроме спасателей. Нужно всегда быть начеку. Пренебрежение элементарными правилами безопасности на воде могут стоить жизни. Именно поэтому сотрудники службы ГОЧС республики провели для школьников акцию, где на своем примере показали, что делать в случае ЧП на воде. С сотрудниками Центра ГИМС МЧС России по Республике Тыва совместно с работниками службы ГОЧС сегодня проводится профилактическое занятие среди детей малолетнего возраста. В рамках профилактики происшествий на водных объектах в купальный сезон 2017 года. Айдыс Сергит на протяжении 10 лет работает инструктором водолазов. Он не понаслышке знает, чем может закончиться купание в необорудованном месте, где не дежурят спасатели и медики. Именно поэтому в теоретической части урока учили определять безопасные места для плавания, методы освобождения от захватов и что делать при неожиданных судорогах мышц во время нахождения в воде. Я узнал, как вырываться из приемов и 3 основных правила. Первое правило – нужно плавать в чистых местах, там, где ты знаешь это место. Второе правило – нужно плавать там, где белое дно, чистое. Кроме того, отдыхающие рядом с водоемами должны обращать особое внимание на детей. Нельзя оставлять их без присмотра, прыгать в воду с причалов, мостов, говорят спасатели. Родители старшие по возрасту должны постоянно разъяснять детям правила поведения на воде. Сами их не нарушать, не допускать заплыва детей за буйки. Это поможет избежать многих несчастных случаев. Чинчиса Мугай, Расхавала, телекомпания «Новый век». Далее наша рубрика «Новости короткой строкой». С 21 мая в Кызыле пройдет второй слет инженерно-технологических шахтерских классов ТУВы на базе лицея номер 15 города Кызыла. В слете могут принять участие школьники 7-8 классов, а также педагоги и специалисты, реализующие дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной направленности. 175 кызылчан, собравшихся на публичное слушание по отчету бюджета Кызыла за 2016 год, в ходе обсуждения мероприятий прошлого года и определения приоритетов на следующий год выступили за решение вопроса пассажирских перевозок, качественной работы общественного транспорта, а также восстановления городского предприятия. Следственное управление Следственного комитета России по Туве напоминает населению республики о том, что для оперативного реагирования на нарушение прав и интересов несовершеннолетних в Следственном управлении функционирует круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». На телефонную линию можно обратиться, набрав короткий номер 123 с телефонов операторов сотовой связи, а также по телефонам 60572, 8800 775 1370. Севастополь, Москва, Алтай и Тува держат рекорд по недоступности квартир среднестатистическому жителю региона. Согласно данным экспертов Российской академии народного хозяйства и государственной службы, на небольшую однокомнатную квартиру в этих регионах придется копить почти 10 лет. Аренда же обойдется в половину месячной зарплаты. Результаты исследований рынка недвижимости включены в мониторинг экономической ситуации в России. Единый государственный экзамен по истории станет обязательным в 2020 году, заявила глава Министерства образования и науки России Ольга Васильева. В 2020 году вся страна будет сдавать историю, потому что без знания истории невозможно двигаться дальше, сказала Васильева. Состоялась последняя в этом сезоне игра «Замес майонез». В эту пятницу слушатели первого республиканского FM-радио были как никогда активны. Сразу 7 человек одновременно отгадали загадку и приехали на зашифрованное место за подарком. Но приз, предоставленный партнером рестораном «Горыныч», достался только одному, тому, кто первым сказал нашему оператору условную фразу «Замес майонез». Замес майонез. И пожелание радиостанции интересных новых программ и процветания. Победителем стал кызылчанин Александр. Он рассказал ведущему радио, что на вечеринку, посвященную первому юбилею ресторана «Горыныч», пойдет со своей женой. Сказку для взрослых от «Горыныча» они увидят уже сегодня, 19 мая. Участвуйте в радиоквестах «Голоса Азии» и выигрывайте. Телеканал «Новый век», еженедельник Тува ТВ и радиостанция «Голос Азии» объявляют конкурс детского рисунка «Тува глазами детей». Приглашаем всех маленьких жителей нашего региона проявить свои таланты. Нарисуйте, какой вы видите родную республику.
Конкурс продлится до 31 мая 2017 года. 3 главных победителя будут объявлены 1 июня в нашем выпуске новостей. Приносите свои работы по адресу улица Кочетова, дом 35, 5 этаж, офис номер 512. И в заключении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью +1, +3, днем +16, +18, ветер 2-5 метров в секунду, атмосферное давление 712 миллиметров ртутного столба. На этом все. Эфир продолжит программа «Скажем, покажем». Всего доброго. До свидания.